Печальная женщина прошла, задержалась на мгновение и прошла. Да, помоложе раньше были зеркала. Вместо театральных подмосток зал в пожарно-спасательном колледже. Но и здесь Зара Базоркина своим обаянием и харизмой не оставит равнодушным ни одного зрителя. Как признается народная артистка Ингушетии, очень рада, что оказалась желанной гостьей на этом празднике. Очень приятно было, что вспомнили, что позвали. Я очень рада, что я нашла время сюда приехать. И, конечно, пользуясь случаем, поздравляю всех женщин, всех девочек с праздником, с женским праздником. Естественно, желаю всем настоящего женского счастья. А в этом, мне кажется, заключается все. Женское счастье, оно и материнство, оно и удачное замужество, и, в общем, все в это включено. Провести это мероприятие организаторов побудила одноименная книга «Ингушские Мадонны». В ней рассказывается об известных ингушских женщинах, внесших большой вклад в науку, культуру, образование и медицину не только нашей республики, но и далеко за ее пределами. Тамада праздника – автор книги Насапхан Катиева, филолог, в свое время проработавшая в разных сферах творческой деятельности. О книге я как-то не думала. И первое, с чего это началось, когда я уже освободилась, так скажем, от работы, от всяких проблем, времени высвободилось много на пенсии, и я решила написать, думаю, грешно уходить из этого мира, не оставив какие-то записи своим близким, советы, пожелания. И я за этим и села писать. Избранными гостями праздника стали и 10 прекрасных дам, своим примером показавшие, что женщина не только хранительница домашнего очага, она также способна реализовывать себя в разных сферах деятельности. Одна из них – депутат Народного собрания Марьям Амриева. Если хорошо женщине, то хорошо обществу, мужчине тем более будет хорошо. Это так. Поэтому по обществу, по тому, как живет женщина, как ей хорошо, судят по уровню развития общества. Это так. Поэтому сегодня женщинам хорошо, лучше, чем было когда-либо. Это так. Но я надеюсь, что будет еще лучше, и все зависит от нас. О том, как совмещать домашние заботы и любимую работу, поделилась и кандидат медицинских наук Роза Дидигова. Сейчас уже бабушка. Своим самым большим достижением, как и любая женщина, Роза Тагировна считает своих детей. У нее их 5, и каждый кандидат наук в своей профессии. Всем вам желаю, чтобы у вас были внуки. Это прежде всего, чтобы у вас был свой очаг, и чтобы вы могли сказать, это мое, и я горжусь этим. Спасибо вам всем. Поздравляю вас еще раз с женским днем. Желаю массана, могу жмять шопоту, ждешь модан панч, лучше на сне. В зале звучат стихи, песни, и все это для прекрасной и не менее сильной половины человечества. Украшением праздника стало и выступление заслуженного работника культуры Ингушетии Заремы Мальсаговой. Талантливый композитор написала около 40 народных мелодий и композиций для симфонического оркестра. Хрупкие, добрые, мудрые, оригинальные, милые, такие разные, но, несмотря ни на что, самые любимые. Женской половине испокон веков посвящает стихи, поэмы, песни. И до сих пор она остается одной из главных загадок в глазах сильного пола. Желаю всем женщинам нашей республики, да и всего мира в целом, семейного благополучия, счастья, чтобы они добивались всех целей, которые ставят перед собой, и не видели преград при достижении этих целей. В преддверии праздника хотелось бы пожелать всем нашим женщинам, чтобы все их желания сбывались и всегда радовали нас своим теплом и заботой. Дана Плиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.